Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда» является увеличение объема ввода нового и комфортного жилья. Одним из основных механизмов улучшения жилищных условий якутян должно стать развитие индивидуального жилищного строительства. Реализация нацпроекта рассчитана до 2024 года. В Якутии он реализуется по 3 федеральным проектам: жилье, формирование комфортной городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодных для проживания жилищного фонда. Мы на первом месте сейчас по количеству аварийного фонда в России. Нам удалось предыдущий этап завершить победно. Все объекты абсолютно были сданы до конца года. Мы отчитались в фонд реформирования ЖКХ о том, что мы эту программу выполнили. Так, в 2019 году по региональному проекту «Жилье» введено в эксплуатацию более 560 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 247,5 тысяч квадратных метров индивидуального жилищного строительства. В рамках стимулирования жилищного строительства в республике введен в эксплуатацию объект «Центр детского творчества. Детский сад» на 240 мест в 203 микрорайоне в городе Якутске. По региональному проекту формирования комфортной городской среды благоустроено 11 общественных территорий вместо плановых 7, а также завершено благоустройство парка «Спасское селение» в городе Алекминск. По региональному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда переселено 1856 человек из более чем 38 тысяч квадратных метров из аварийного фонда. Ситуация в стране и в мире вносит свои коррективы, но, к счастью, не отменяет планов. Так, на 2020 год по региональному проекту «Жилье» в соответствии с доведенными показателями по федеральному проекту план ввода жилья составляет более 780 тысяч квадратных метров. По региональному проекту формирования комфортной городской среды благоустроить не менее 9 общественных территорий, в том числе завершить проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 2019 года и благоустроить не менее 46 дворовых территорий. По региональному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда будет расселено не менее 5240 людей из более чем 95 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. В любом случае, все будет зависеть от того, как изменится экономика после кризиса. Возможно, встанет вопрос о коррекции целей и задач в рамках нацпроектов. И все, что мы можем сделать сейчас, это продолжать соблюдать меры безопасности и оставаться дома.